Всем привет. Наверное, еще меня плохо видно. Чуть рассветет там. Включусь, поговорим. А сейчас я приехал на утреннюю зорьку. Начало расцветать. Ребят, уток нету. Где-то минут 20 уже стою. Ни одного выстрела и на озере не слышно, на болоте. И недалеко от села там тоже охотники каждое утро выходят охотиться. Уток нету. Сейчас перелет гусей был. И на следующее утро утки тоже летели. Вот одно утро только, видать. Какие-то странные осень, такая вот странная осень, что утки где-то раз в 2 недели, наверное, летают. Примерно вот такой. У них расписание такое. И решил сейчас по пути на первую избу еду я. По пути здесь постоять. Конечно, шансов мало здесь, но все равно хоть летающих уток посмотреть. Но вот я вижу, что их нету, просто нету. Это здесь летняя дорога, вон там трицикл стоит. Здесь на УАЗике езжу на первую избу, всегда здесь останавливаюсь вам, чтобы сказать приветствие. Как и сейчас говорю, привет всем. Приятного вам просмотра. Сегодняшний поход будет у меня на первую избу. И как уже полностью расцветет, я пойду сегодня охотиться на рябчиков. Ходовая охота будет на рябчиков. Тоже, думаю, шансов минимум, но попытка не пытка. Вот. Ну и кое-какие есть еще работы у избы. Там у меня еще один путик на другом берегу, где у меня стоят капканы. Тоже надо пилой пройти там. Я об этом уже вам озвучивал, рассказывал. Там надо спилить валежники. Просто непроходимо уже пешком. Так что чистка путика будет, охота на рябчика. Ну, возможно, рыбалка, ну не знаю. Насчет рыбалки. Вот. А сейчас, думаю, здесь бесполезно стоять, я лучше поеду. За это время, если утки летают, уже они бы здесь пролетели. Но их просто нету. Что-то ждут. Значит, еще не так холодно на севере. Вот. Ну, в принципе, погнали дальше. Вот. Не забываем подписываться на канал, также Telegram канал. Ссылка в описании, всегда оставляю. Трицикл. Сегодня тулана нету с собой. Не так сильно я загружен. Рюкзак у меня. Здесь рюкзак. Бензопила. Ну и больше ничего нету. Там топливо и ключи. И ветер, как назло, поднимается. Между прочим, сейчас с утра, когда выехал из дома, 4:20, наверное, было, там начинался дождь. Думаю, вообще дождливое утро будет. Прям началось хорошо. По пути бутылка водки там на дороге валялась. Я не стал останавливаться, поехал дальше. Целая бутылка кто-то потерял. Никогда не беру, что валяется там. Находку находишь, бутылку находишь, там 5 бутылок ты потеряешь, или же рубль нашел, там 10 потерял. Это 100%, это проверено. Не твое, пускай лежит. Нафиг он не нужен. И вот там тоже кто-то, наверное, вечером шел, уже такой хороший, теплый, и не почувствовал, как он потерял бутылку. Обычно так бывает. Вот. Но это в селе находится, там возле домов, там выйдут, найдут. Кому надо, пусть берут, забирают. Ну вот такие моменты с утра у меня было. А сейчас, в общем, я поехал дальше. Все.
Все, встретимся уже в избушке. Сейчас развернусь, можно здесь по летней дороге приехать, вот тут. У нас здесь хуже дорога. Я лучше развернусь и уже, где все лето вам показывал, там по зимнику поеду. Тут только на УАЗике. Да и там можно сейчас на УАЗике тоже кататься. Такие дела. Да и вообще, ребят, я к охоте, к осенней охоте на уток давно уже интерес потерял. Сейчас уже не те перелеты, что раньше было. Каждое утро стреляешь, просто получаешь удовольствие. А сейчас это просто ерунда, это не охота. Утки где-то другим маршрутом идут на юг. В нашу сторону вообще минимум попадают. Обидно, конечно. Все зарастает, полей нету, озер, таежные озера. Вот здесь озеро, а оно, смотрите, за стеной леса, и уткам это неинтересно, им надо большая площадь, открытые места, чтобы большие стаи туда садились, отдыхали. Короче, лучше поброжу на рябчика. Чолом за ракорка. Ну вот. Доехал быстро. Вообще. Как же он меня радует, ребят. Этот малыш. Настоящая техника для походов. Сейчас вот на втором канале показывал, что с ним случалось. Ничего страшного, это обычный расходный материал, это ремень, износ ремня. Я поменял, новый заказал уже. В запасе был один, вот сейчас поменял, вообще идеально сейчас идет. А когда в прошлый раз я возвращался, посторонние шумы появились. Посторонние шумы и этот, как сказать, сейчас скажу. Ну да, посторонние там, в принципе, и как будто обороты меньше стало. Поменял, проблема исчезла, все класс. Сейчас уровень воды я смотрю. Вот примерно летний уровень, который был на максимум 15 сантиметров выше, сейчас уровень здесь. Так что еще, если дожди будут, хоть сантиметров 20, если вода поднимется, было бы еще лучше. Так, смотрите, жестянка куда прилетела. И вот эта сушина до сих пор стоит. Такие напор ветра, сейчас ужасный ветер был. Просто ужасный. Да, вы видели, как деревья гнуло. Ну вот сушина не может свалиться. А этот жесть улетел, блин. Сейчас обратно ставлю на место. Затоплю печку. Затоплю печку и уже поеду дальше на трицикле. Где-то оставлю. Там уже буду ходить пешком. Вот. Ну, все четко. Слышу, рябчик свистит где-то. Это озеро, наверное. Одного услышал. Это радует. Прям
здорово, когда есть барая птица. Чё здорово, карка. Тут, в принципе, все хорошо. Чайник воды еще на печку поставлю. У меня, в принципе, в термосе есть. Что-то тяга не туда идет. Иди в трубу. Вот еще. Даже ведро не буду набрать. Хотя надо тоже. Наверное, лучше ведром сходить. Потому что руки помыть придется или еще. Но вот тяга пошла. В принципе, да, наверное, схожу, все-таки ведро воды принесу. Пускай в запас будет вода. Так. Ну вот. Да. Вода прибавилась. Ну, примерно 12 сантиметров. Чуть больше уровня летнего. Но вода чистая, прозрачная. Прям все дно видно. Мути нету. Сегодня, наверное, на лодке еще никто не ездил. Не поднимал муть. Да, гора, конечно, тут. Смотрите, где вода. Я-моя. Ага. Вот так вот. Победила. Сейчас чайник поставим. И позавтракаю там. Чай попью и в путь. Ну вот распаковка была у меня. Тут на завтрак яйцо и хлеб. Вот. Подовый. Из Сыктывкара нам привозят. Также есть еще яблоко. С собой взял хлеб и колбасу вареную на здоровье. Вот. Чай из термоса буду пить. Вот тут. С термоса, в термосе кипяток привез, чтобы времени не потерять на кипячение чая. И разовый чай с кипятком разбавлю, там быстро позавтракаю уже, чтобы идти. С собой возьму маленький термос, как и говорил, хлеб, колбаса, ну хватит там. Посмотрим по ситуации, как будет. Если будет птица больше, времени потрачу на охоту. Если нету, уже сразу прогноз там покажет первые километры, и ты поймешь, что птица есть или нет в этой стороне. Если нету, то развернусь и я обратно уже приду на избушку. Трицикл здесь оставляю. В общем, иду вон туда. Очень много следов от каракатов. Как трасса, я не знаю, как в городе ездят. Шумно, ну, посмотрим, что осталось. Хотя бы километров 5 в одну сторону схожу. Примерно. Если ничего не будет, обратно буду возвращаться. Погода вроде нормально, прохладно так. Самое то для ходовой охоты. Даже вот лед ночной еще не растаял. Да, я думаю, может даже и до обеда не растает. Пошел первый километр и услышал наконец-то первый свист рябчика. Буду дальше манить. Далековато, конечно, но думаю, подлетит. Что-то совсем мало их. Даже 2 штуки тут минимум. Один в этой стороне, другой подальше. Вроде сюда ближе подлетел, замолк и все. Второй еще свистит. Вообще тишина где-то тут, за этими елками там. Метров 50, наверное. Ладно, схожу. Может, где-то увижу. Может, по земле где-то идет. Ребят, уже слева свистит. Я зашел в лес. Он, видать, где-то он перелетел за дорогу уже. Вон там дорога. Нормально.
Не, ребят, это уже как бы хитрые рябчики. Они, наверное, уже много раз видели людей. Может, даже по ним стреляли. Они очень осторожные. И выйду. Вон там за дорогой уже он свистит. Вообще перестаю понимать, ребят. И тут свистит, и тут свистит. Это значит 2 штуки тут их. Далеко опять, на. И вроде здесь звук крыла тоже услышал. В таких случаях просто бесполезно свистеть. Они не подлетят. Это уже как бы пуганные, перепуганные птицы, осторожные. Чистого, случайного, без свистка в таких местах, без свистка идти, и они от тебя просто взлетят и куда-нибудь, может, сядут. Вот тогда ты увидишь и может удастся добыть. А на свисток не подлетают. Ну, охотники тоже как бы, не только здесь я один хожу. Видите, сколько уже техники тут накатали. И пешком еще ходят, охотятся. Свистят рябчиков, манят. Где-то добывают. Вот. Но вот что я сейчас прошел километр, были года, когда я уже 3 рябчика за это время я добывал. Тут рябчик. Там на земле еще. Попало. Спикировал, бля. Видели, как под ранком улетел. Он на той елке где-то вот села она. Там, конечно, я его не увижу. Улетел, ребят. На елке хотел здесь отсюда нормально в оптику посмотреть. Каракат спускается. Ладно, пойду подранка искать. Вряд ли, конечно, найду. Но попытаюсь. Хорошо, в цель попал, ребят. Но вот видите, улетают под ранком, бывает. Надежды 0. Потому что далековато он улетел. И здесь, смотрите, какой подсад. Примерно минимум 50 метров. Может, дальше еще пикировал. Я не услышал, чтобы он шорканьем упал. И вроде тут место такое, как бы издалека видно. Но сами понимаете, рябчик это не такая, не слон какой-то. А с кулачок такой птица. Чуть больше свирестелей. Не, бесполезно, ребят. Бесполезно. Каракат шурует, спускается. Где он? Вон он.
такие дела. Начало так к себе. Огорчение. Ту-ту-ту. Та-та-та. Так вот прикинешь, и когда под ранком улетает птица или убегает зверь, лучше, чтоб ты не попал. Но и охотники, настоящие охотники, кто ходит с ружьем, охотится, много ходит. А не то, что с вышки там по лицензии гонят зверя и стреляют. А именно своим трудом, охотой, ходьбой ищет зверя или птицу и под ранком уходит. Обидно. Вот. Но ничего не поделаешь. Я показал реальность. Конечно, охотник поймет, что охота без промахов и без подранков не бывает. Бывает, так подумаю, лучше вообще это не показывать, эти подранки. Посмотрю на реакцию в комментариях в будущем, показывать или нет. Вот. Но что произошло, произошло. Птица ушла. Скажу вам, просто нереально его найти. Знаете, вот в этом сезоне 2 рябчиков пока удалось мне... Так, подожди. Да, 2 рябчиков удалось добыть. И в обеих случаях вот я вижу на близком расстоянии, стреляю птицу, птица падает. Ищу, подхожу к дереву, ищу, и я не вижу, вот где он, эта птица. Потом вот нахожу, забираю и вам показал эти моменты. Вот. А здесь как бы я увидел, вот еще свистит, птицу увидел, не спеша прицелился, выстрелил, но хлопок такой был, хлопок. Я так думаю, что пуля не в грудь куда-то попала, а в заднюю часть задела. Поэтому у него крыло работает, все работает. Он просто пикировал, он как бы не хлопал, он пикировал. Он так, не знаю, сколько он улетает там потом. Это именно эта птица. Случаи разные бывают тоже. Когда в косача бывало там стреляешь и в желудок попадает пуля. В желудок попадает, он автоматом он взлетает ввысь. Так поднимается. Расправляет крылья и он пикирует. Знаете, очень-очень далеко. И все. До свидания. Скажет, и лиса просто потом находит. Вот это тоже как бы лиса или куница, конечно же, найдет. У них время есть. Нюх хороший. Почувствует запах подранка, крови. Или когда уже птица тухнет, там запах воняет, и они слышат. Вот, вот такое начало сегодняшней охоты. Настроение, если честно, немножко упало. Хорошо настроение поднимается, когда ты стреляешь, добываешь, и ты уже как бы с добычей настроение есть. Но посмотрим, что дальше будет. Еще поброжу. Тут есть. Знаете, вот. А началось как? Я, в общем, шел, свистел, я услышал слева в глубине леса свист рябчика. И в это время, ребят, у меня, вот ружье также и нес. В это время камера в кармане. В это время рябчик с дороги перелетела и села возле дороги, возле края дороги. Я ничего не успел, я только снял ружье, и он зашел. Просто не взлетел, он зашел в лес. И слева тоже птица спорхнула
села куда-то, не знаю куда. Потом он перелетел и тоже не сразу заметил, между прочим. Смотрел в одном месте, а он оказался совсем в другом. Короче, хорошо выстрелил и хорошо попал. Ну вот, так вышло. Потом еще второго, еще видел, кормился один рябчик, но далековато. Прям сидел, прям хорошо сидел. Но вот если на колени встану, я его не вижу. С руки тоже стрелять не вариант. И он как-то перелетал с одного дерева на другое. Ну вот, он перехитрил, улетел. Не знаю, стоит, не стоит сюда заходить. Как бы птица есть, но схожу, если вдруг там на обратном пути можно, пусть немножко подуспокоятся, потом уже снова. И сейчас вот каракат спустился, шум, гам снова. Вот такие дела. Ладно, ничего страшного, не наша птица. Пойдем искать свою птицу. О, вон лежит. Лежит, ребята. Лежит. Первый. Наконец-то, блин. Добыли. Это хорошо. Вот она. Ну вот, ребят. Первый рябчик, самец. Хороший. Подлетел неожиданно. Свистел. Достаточно много уже я прошел. В одном месте только видел одного рябчика, но не смог добыть. Не увидел. Увидел, но и он тоже дернулся, короче, улетел. А здесь вот свистел, просто шел, любовался тайгой. И я не знаю, откуда он взял и прилетел. Сел, короче, включил камеру, и вот вам результат. Удачно. Вот, упор как бы сейчас взял с собой. Вот смотрите, по высоте, ну, я не знаю, вот, до сюда. Ребят, если палку с собой будете брать, рогатину, лучше сделайте подлиннее. Вот сейчас неудобно мне было прицеливаться, очень неудобно, я заколебался. Как раздвигаешь, и он еще ниже становится. Эта палка горизонтально для стрельбы, а для вертикальной как бы уже регулировать невозможно. Так что я сейчас новые палки, наверное, возьму. Или этим еще. Да, это еще. Пускай. Если эта палка дала нам рябчика, им пока сегодня буду пользоваться. Но желательно подлиннее надо. Потому что вертикально уже, блин. Ну, вот видите, наша птица удалось добыть. Все, с добычей. Начнем с малого.